Послание депутатам Курултая. Дәүләт Йыелышы Курултай депутаттарына мөрәҗәгать хаты. Послание депутатам Курултая. Дәүләт Йыелышы Курултай депутаттарына мөрәҗәгать хаты. Глава республики выступил с ежегодным посланием депутатам Курултая. Республика башлыгы Дәүләт Йыелышы Курултай депутаттарына еллык хат менән мөрәҗәгать итте. Глава республики выступил с ежегодным посланием депутатам Курултая. Республика башлыгы Дәүләт Йыелышы Курултай депутаттарына еллык хат менән мөрәҗәгать итте. Эхо Москвы в Уфе и proUFU.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски». Персонально ваш. Здравствуйте снова в прямом эфире «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Дарья Кучеренко, и у нас в гостях депутат Госдумы от Башкирии Александр Ющенко, руководитель пресс-службы КПРФ. Я вас так представлю, позвольте. Хорошо. Хотя у вас много регалий. Как вам удобно, вот, будем вспоминать. как вам комфортно. Здравствуйте, Дарья, рад вам приехать в вашу новую студию. Да, наша новая студия в самом центре города. Я напомню номер для СМС-сообщений, по которым можно задавать вопросы Александру Ющенко, +7 927 304 10 51. Вы в Башкирии в рамках региональной депутатской недели. И мой вопрос, чем вы уже успели здесь позаниматься и чем планируете? Я в Башкирии в рамках своих депутатских полномочий и обязанностей, которые выполняю регулярно, и стараюсь не только в рамках региональной недели, в принципе, когда есть свободная минута, обязательно приехать сюда, потому что сейчас меня пригласили, я был в 3 районах, был в Уздяке, был в Туймазах, был в Октябрьском, и могу сказать, у нас несколько задач стояло. В первую очередь это укрепление районных отделений партии. Мы с первым секретарем республиканского отделения поставили себе задачу в ближайшее время объехать все районы Башкирии с целью обновления наших рядов, с целью постановки задачи и мобилизации актива. Эту задачу мы выполнили в этих 3 районах. Более того, специально я посетил мясной комбинат в Туймазах. Я считаю, во-первых, это, на мой взгляд, это визитная карточка сегодняшняя в республике, не только в республике, мне кажется, и в стране. Работников условия устраивают? Работников не просто устраивает, работников высокие требования по технике, вообще по экологической экспертизе. Все полностью выполняется. Работают на высочайшем уровне, бесплатное питание, льготная покупка продукции и так далее, и так далее. То есть это, на самом деле, на мой взгляд, это тот пример, который могли бы показывать вообще по всей стране, как можно поддерживать своего товаропроизводителя, который может выводить свою хорошую, качественную, высочайшего качества продукцию на рынке. Но при этом, это я скажу отдельно, касательно послания, но при этом ритейлеры, которые душат по ценам в ущерб качества, это большая проблема, я думаю, что не республиканская, а федерального значения. К вам, пока вы ездили по районам, с жалобами обращались? Ко мне были обращения с жалобами, в первую очередь это связано с местным, с частным вопросом. Очень много вопросов, связанными в связи с тем, что мы отметили вообще этот год, 17-й год, это столетие Великой Октябрьской социалистической революции, которой весь мир отвечает, и, к сожалению, наши средства массовой информации не особо обращают на эту дату внимание, но люди, особенно старшего поколения, очень трепетно к этой дате относятся, и именно накануне празднования столетия республики в 19 году зачастую во многих районах бывают такие прецеденты, которые волнуют людей, когда переносят памятник Ленина с его исторического места на площади, на центральной площади, куда-нибудь на задворке, и в худшем случае вообще убирают на свалку. Это в Башкирии? Есть такие факты в Башкирии, поэтому мы этим занимаемся и надеемся к столетию республики вот эти вот казусы, которые есть в некоторых районах, исправить. А вот по поводу столетия Великой Октябрьской социалистической революции, как вы ее называете? Как ее называют во всем мире и все прогрессивное человечество. Хорошо. Я уточню. Хорошо. Как вам вообще масштаб
вот того, как это отмечали. Вы сказали, СМИ мало пишут, но СМИ обычно пишут по поводам. Вот в Уфе, например, прошел митинг-концерт, СМИ об этом сказали. Я могу сказать, потому что я участвовал в организации и проведении торжественных мероприятий на федеральном уровне в Москве, которые устраивала Коммунистическая партия, и приглашала на свои торжества в Санкт-Петербург, Ленинград и в Москву. Приехало к нам порядка 130 делегаций со всего мира, как представители почти 100 стран мира, и в делегации присутствовало порядка 60 представителей первых лиц, то есть это были первые секретари, генеральные секретари коммунистических партий разных стран мира. Поэтому был у нас практически весь мир. И вы прошли у нас мероприятия на высочайшем уровне. Я сейчас не буду подробно рассказывать, как они происходили, но самое главное, что тот масштаб, который действительно заслуживает отмечались праздник во всем мире, на мой взгляд, и, собственно, телекамеры со всего мира тоже снимали эти наши мероприятия и показывали их, в том числе и за рубежом. На мой взгляд, наши средства массовой информации, федеральные средства массовой информации, которые в том числе и содержат налоги наших налогоплательщиков, не совсем качественно, более того, с желанием как-то это так отвести на второй план. А почему, как вам кажется, это происходит сегодня? Ну, во-первых, начнем с того, что накануне у нас проходил, в том числе и в России, я считаю, что это масштабное мероприятие, фестиваль молодежи и студентов, который происходил в Сочи, в России, соответственно, как правопреемница Советского Союза. Это мероприятие мирового значения состоялось уже третий раз. Первый, вы знаете, точнее, вы не знаете, может быть, вы не читали в 1957 году, в 1984, и сейчас вот у нас в 2017 году приехала молодежь, в основном левого толка, со всего мира. И это, в том числе, оно перекликалось, вот этот фестиваль, пассионарная молодежь, она как раз вот прошла под лозунгами столетия Великой Октябрьской социалистической революции, и как следствие перешли в эту дату, и мы ее отмечали, и у нас и в республике наши коммунисты отмечали. Почему это происходит, я вам, думаю, скажу, потому что сегодня октябрь, Великий Октябрь, это является не просто датой, это является определенным символом всего человечества, так называемой точкой отчета, когда противоречия труда и капитала перешли определенную стадию, когда с помощью чего перешла общественная политическая формация, перешла в форму социализма. И это дало точку отсчета всему миру, как с этого момента началось крушение колониальной системы, империалистической и так далее. Все-таки это уже в реальном времени. Поэтому в этом отношении, конечно же, эта дата, имя Ленина, имя Сталина, дата Великой Октябрьской социалистической революции будет всегда стоять поперек горла всем олигархическим структурам, всем олигархическому капиталу, который сегодня, к сожалению, имеет глобальное давление и глобальный вес во всем мире. И свою империалистическую политику они диктуют через свои структуры. По поводу олигархов у меня как раз вопрос. Да? Ваш коллега... У нас это совершенно четко. Ваш коллега Сулейман Керимов был задержан во Франции. И мне интересно ваше мнение по поводу его задержания. Я могу сказать, мое мнение это такое, что мы находимся в условиях санкций, жесточайших санкций, которые направлены на нашу сторону. В том числе, одной из позиций мы сейчас уже заявили о том, что 2 февраля, будет опубликован доклад, по которому, собственно, будут обнародованы капиталы, которые вывезены из нашей страны и будут представлены, кому они принадлежат. Это очень больно ударит по нашему олигархическому клану, и я думаю, что ситуация с Сулейманом Керимовым это такая некая первая ласточка. Но она еще, помимо того, что это первая ласточка в этом контексте, это еще определенный удар нашей политической системы, потому что Сулейман Керимов является еще членом Совета Федерации, то есть как и обладателем дипломатического паспорта, который европейцы, я думаю, что и с подачи своих американских наставников плевали на это. Ну, слушайте, уже все. После этого было разъяснение по поводу его дипломатического паспорта, что он был без него. Секундочку. Он был не по служебным обязанностям. Я вам говорю свое мнение. Но вы просто приводите как аргумент дипломатический паспорт, который у него в тот момент не было. Соответственно, его задержали законно.
Ну, законно, незаконно, это уже их точка зрения. Я не защищаю Сулеймана Керимова. Наверное, у правосудия Франции есть достаточно Но вы скорее, вопросов. вот скажите честно, вы скорее рады, что вот Запад задержал олигарха? Нет, я вообще не рад не тому, что кого-то задерживают или кого-то. Я не рад тому, что у нас из страны вывезено по опубликованным данным почти 60 триллионов рублей. Это $1 триллион. Это как почти вы думаете, бюджет. почему вот его во Франции смогли сдержать, а в России не смогли? Потому что в России сегодня можем прямо сказать, что в нынешней России сегодня олигархический капитал имеет определенное значение и определенное влияние на властные структуры. Более того, нынешняя власть, нынешнее правительство ведет свою бюджетную политику в интересах как раз олигархического капитала. Это все одно к одному. Поэтому здесь мы конкретно, почему его здесь не задержали, у него нет вопросов, наверное, к нему на территории России, к нему, наверное, нет вопросов. На территории Франции к нему вопросы появились. Я думаю, что... Интересно, что у территории России нет в принципе, у нас есть... У меня тоже стоит что вопрос, у него задекларировано одно имущество, а по факту, оказывается, у него другое имущество. Ну, один из богатейших людей декларирует, что у него однокомнатная квартира. Я, например, тоже со стороны многих стран Европы задал очень много вопросов. А со стороны России вы не задали ему вопросы? Секундочку. И беглым олигархам, которые сегодня находятся на территории Великобритании, на территории Франции, на территории всей Западной Европы, которые сегодня, и в Америке в том числе. А вы не считаете, что в России Россия должна тоже инициировать внутри расследование деятельности Сулеймана Керимова и выяснить, что ему там предъявляется, действительно ли у него есть такое Сулеймана имущество? Керимова. Если расследовать, то расследовать, смотреть, откуда вообще, как происходили вывоз капитала, каким образом допускались. Это же не только Сулейман Керимов, там есть у него в офшорах деньги, нет у него в офшорах деньги. Таких людей даже... большое количество, достаточно приличное количество людей, которые вывозят так или иначе наши с вами деньги, которые должны быть направлены на развитие нашей страны внутри страны. Считаете ли вы, что нужно провести расследование в отношении председателя правительства Дмитрия Медведева? По поводу чего? Дмитрия Медведева? Причем например, по поводу того, что ему вменялось сторонникам Навального. По поводу Дмитрия Медведева, я считаю, что правительство нынешнее Дмитрия Медведева, его финансово-экономический блок, который он прямую курирует, в нынешней ситуации неэффективная, в нынешней ситуации обанкрочена. Нет, если говорить не о его деятельности, а о его личных имуществе, о его личных доходах. Я не знаю насчет его личного имущества и дохода. Вы не смотрели фильм «Расследование» Фонда борьбы с коррупцией? Я не смотрел его фильм «Расследование», я слышал об этом, но я не считаю, Принципиально не смотрели? Принципиально не смотрели? Я не смотрю то, что я стараюсь оградить себя от лишнего такого информационного хлама, который в данном случае распространяется по интернету. У меня есть свои как вы определяете, где есть хлам и где есть действительно какие-то аргументы в пользу того, что у человека может быть незадекларированное имущество? Я занимаюсь информационной политикой, и более того, достаточно много, если посмотреть, более 20 лет, и у меня есть определенные источники поступления информации, с которыми я могу более доверительно вести работу и общаться с ними и смотреть. Что касается фильма, вы не верите? Фильме... Вы не верите Я не то, что не верю. Тому, что предъявляют премьер-министру? Понимаете, что там предъявляют в фильме, то, что я читал, что предъявляют в фильме, по конкретным домам, по конкретным имуществам, это вопрос, наверное, к правоохранительным органам. Если на сегодняшний день у правоохранительных органов почему-то нет вопросов, но я не вникаю в эти вопросы, потому что я не знаю конкретно, о чем идет там речь. Я говорю, в принципе, о работе председателя правительства, который сегодня сформировал финансово-экономический блок, который сформирует бюджет не развития, а бюджет стагнации. Бюджет в пользу укрупнения олигархического капитала, который сегодня за последнее время ни одного вложения в реальный сектор производства практически не происходит. Вы думаете, что Дмитрий Медведев делает все для олигархов и ничего себе не оставляет? Ну, вы не упрощайте так, понимаете, Дарья, вы можете упрощать, можете не упрощать. Поэтому я говорю, вот даже на примере, пожалуйста, этого предприятия, о котором я говорил, посетил, предприятие САВА, которое мясокомбинат, который, на мой взгляд, люди вложили огромные деньги, большие деньги, свои деньги, не кредитные деньги, для того, чтобы построить производство, которое отвечает всем высшим требованиям, мировым стандартам. И при этом
По идее, можно было как-то там помочь нашим производителям, поддержать нашего производителя в условиях этих жутких санкций, которые сегодня есть. Поэтому здесь этого не делается. Если наоборот, региональном давится по всем позициям, наш товаропроизводитель сегодня практически в убытке. Ну, смотрите, если мы возьмем компанию «Башнефть», не благодаря, а вопреки. Давайте возьмем нашу республиканскую компанию «Башнефть», которая была куплена Роснефтью. Вы против выступаете вот этой сделки? Да? А вы как Я против выступаю как депутат, вообще. Вы что-то говорили вот об этом, когда была вот эта приватизация? Вот вы говорите, что не нужно этого допускать. Вот вы что-то делали? Во-первых, мы изначально говорили, часть нашей программы, принципиальная программа, предложенную программы, что недра должны принадлежать государству, под контролем государства. Но ваша программа реализуется в случае, если вы возьмете большинство, например, в парламенте. Мы а даже в конкретных случаях... Мы говорим, это логично, и это потребность, необходимость сегодняшнего дня. Это первое. Второе. Что касается Башнефти, когда как раз на примере Башнефти мы показывали, что может быть... Нам всегда говорили, вот начнете отнимать, начнется война. Никакой войны не начнется. Вот, пожалуйста, посмотрели, вот была национализация, так называемая, Башнефти, которая вернулась под контроль государства. Здесь сейчас, в данный момент, 25% акций Башнефти работают на интересы республики. Это тоже плюс, большой плюс. Ну, осталось 25, да. Ну, осталось 25. Но, как бы, тем не менее, Роснефть, почему ее купил Роснефть? И Роснефть вообще является государственной компанией, в принципе. Это если мы берем без кавычек. Ну, не полностью, конечно. Ну, частично она государственная компания. То есть все равно в целом как бы... Поэтому если я считаю, что, по крайней мере, исходить из того, что 25%, которые работают на республику, они должны оставаться неприкасаемыми в республике. Сегодня уже идут разговоры, которые подвергают сомнению. Это тезис, о котором вот мы говорим. Вы имеете в виду продажу этого пакета акций? Вот я бы хотел, чтобы этого не было. Поэтому я еще раз говорю, что мы считаем, что необходимо, по крайней мере, вот часть пакета Башнефти должна работать на интересы республики. Я напомню номер для СМС-сообщений +7 927 304 1051. Александр Ющенко, депутат Госдумы от Башкирии, член фракции КПРФ, сегодня персонально ваш. По поводу законопроектов, которые принимает Госдума. Вы не так давно приняли довольно резонансный законопроект, который касается иностранных агентов, и будет он распространяться на средства массовой информации. Как вы голосовали и чем вы для себя это аргументировали? Во-первых, я не просто голосовал, я был одним из авторов этого закона. Прекрасно. А чем я аргументирую? Тем, что сегодня, например, уже отняли, не просто сделали из нашей телекомпании Rush Today иностранного агента в Соединенных Штатах, а просто отняли сегодня лицензию. Это, на ваш взгляд, в колыбели демократии, которая себя показывает, это нормально или ненормально? Нет, поэтому конечно, ненормально. Америка должна была как-то по-другому. Это что касается... Почему это сделано? Мы в комитете неоднократно к нам обращались для того, чтобы сделать те или иные шаги по применению, по, так сказать, адекватному ответу, который происходил на территории Соединенных Штатов к нашим средствам массовой информации. Мы максимально от этого исходили, мы максимально этого избегали, потому что считали, что абсолютно свобода слова и демократические принципы подхода, это, наверное, подхода к свободе слова, это является основными незыблемыми принципами. Что касается этого закона, который был принят при поддержке всех фракций и был достаточно быстро обсужден, его обсудили и приняли в течение недели. Это необходимая мера в качестве, то есть создание, этот закон, это создание, точнее закон, это поправка в закон о СМИ, создание инструмента, который возможно использовать в том случае, если к нашим средствам зеркальный способ воздействия на те или иные... Вы говорите о нарушении демократических принципов и сами же их нарушаете. Мы сами не нарушаем. Мы еще раз говорим, это зеркальное отображение. Если в случае того, если к нашим средствам массовой информации будет такое отношение, которое сегодня показано к нашей компании Rush Today на территории Соединенных Штатов, у нас будет возможность, инструмент использовать это... Как
далеко готова Госдума зайти вот в на этой тропе вместе? Нет, подождите, не мы если открывали. Они более радикальным методом перейдут в своей стране, мы тоже здесь будем смотрите, сегодня пока идет конкретная речь. Вообще закон об иностранных агентах работает в Соединенных Штатах с 1938 года. У нас не было такого инструмента, поэтому мы просто его создали. Более того, будет он использован или не будет он использован, это уже другой вопрос. Это отдается право Минюсту, так же, как и на территории Соединенных Штатов. Это никакого нарушения свободы слова этого нет, просто там есть определенные ограничения по финансовой. Если вы даете как средство массовой информации истину последней инстанции, то получатели этой информации должны знать, что промаркированная продукция говорит о том, что это истина последней инстанции от иностранного агента, ни более, ни менее. Подождите, вам не кажется, что вы дали Минюсту оружие, которое он может применить, когда ему захочется, в отношении неугодных СМИ? Вот абсолютно нет. Смотрите, была «Радио Свобода», которая про КПРФ, про вашу, например, партию очень много говорит в России. «Радио Свобода», на мой взгляд, ведет не просто враждебную, а террористическую информационную работу на территории нашей страны. Их подразделения Крым Реалии, там, Казань Реалии и так далее, и так далее. В основном нацелены национальные республики. Они ведут определенную работу. Вы читали их материалы? Я не то, что читал. Ко мне приходили эти материалы. Все материалы, которые они распространяют на территории Крыма. В многонациональной республике вести такую подрывную работу в национальных республиках в националистическом плане. Это, на мой взгляд, террористическая деятельность, информационная деятельность на территории нашей страны. Это мое личное мнение. Я Вы имеете в виду какое-то разжигание межнациональной розни? Да, абсолютно. Обсуждение вопросов изучения языков? У меня были материалы касательно Крыма Реалии, касательно других. То есть я бы не хотел сейчас останавливаться в деталях. Я вам, если надо, я вам покажу то же самое. Более того, это, о чем мы говорим, мы не имеем отношения, не имеет отношения ни к ЭСКО Москвы, ни к «Дождю», ни к каким средствам массовой информации, которые являются российскими. Про межнациональную рознь. Вы считаете, что вопрос изучения языков это сегодня вопрос межнациональной розни в республиках? Сегодня изучение языков, теме изучения языков глава республики уделил внимание отдельной темой. Он прямо сказал, что изучение национальных языков должно быть интересное, должно быть креативное, должно быть хорошо поданное в любых возможностях, в любых школах. Поэтому вы считаете, что нужно это широко обсуждать, этот вопрос? Или нужно договориться и все, и не разжигать ничего? А почему? Митинги там не устраивать? У нас нет проблем. Вот, например, в республике у нас изучают, если кто хочет изучать башкирский язык. Как нет проблем? У нас тут митинги проходят, на которые люди выходят, большое количество всяких акций. Митинги проходят. Если посмотреть, как они проходят и насколько они массовые, то я бы не сказал, что это является темой общереспубликанской. Знаете, тем не менее, лидер коммунистов республики почему-то пошел на этот митинг и даже лидер коммунистов получил республики штраф после него. Галимьянович Кутлугужин пришел, высказал свою точку зрения. Наверное, такая точка зрения у него есть. Я не разделяю такую точку зрения. Я считаю, что сегодня национальные языки могут изучать в республике в любом месте, и нет никаких в этом отношении притязаний. У нас с вами буквально пару минут осталось до конца эфира. Я вас хочу спросить о двух вещах. Во-первых, по поводу выброса рутения. Что вы думаете? Выброс рутения 106 в Челябинской области. Вот в Башкирии как-то оказалось, что люди напуганы, потому что нам тут сообщили о превышении. По поводу этого я слышал. Я хотел переговорить со специалистами. Действительно, здесь у меня еще этого не удалось, которые реально замеряют здесь радиацию, потому что по публикациям я читал, что действительно завышенный уровень радиации сейчас есть, но я не могу сейчас четко прокомментировать, не имея Вас конкретных не пугают фактов. Вот такие новости? Меня это пугает, меня это более пугает. Это на мой взгляд, в год экологии это особенно такое тяжелая информация. Но я еще раз говорю, я не могу ее комментировать, потому что я
точно, плотно и не занимался, я не знаю. Только я знаю из средств массовой информации то, что пишут. И в основном, как, к сожалению, пишут не официальные средства массовой информации, а в основном интернет-блогеры и так далее, которым не всегда можно доверять. Поэтому я беру паузу, чтобы разобраться с этим вопросом и вам доложить отдельно. Время наше подошло к концу. Спасибо большое. У нас сегодня в гостях был Александр Ющенко, депутат Госдумы от Башкирии, руководитель пресс-службы КПРФ. Спасибо. До свидания. Спасибо, Дарья. Спасибо. До свидания.